Есть сюжеты, которые актуальны на все времена. Например, сказка про хвостунишку Буратино. Время идет, поколение меняется, а эта тема все так же обсуждаема. На сцене Уфимской детской филармонии мюзикл «Хвостунишка Буратино». Это театрализованное представление поставлено заслуженным работником культуры Лилией Нуриддиновной Ивановой по всем известной пьесе Шарля Перро. Играет Народный театр «Волшебная рампа» и образцовая театральная студия «Бим-бом». Аврор, а расскажи про вашу постановку. Я играю роль Лису Алису. У нас очень дружный театр. У нас называется «Сказка Буратино». Аврора, а не страшно ли выступать на большой сцене? Нет, это не страшно. Я уже выступаю 6 лет, и эти спектакли были очень интересные все. У нас большая сцена, очень интересно со своим коллективом играть. Кукла Буратино, сделанная из говорящего полена папы Карла, постоянно хвалится, из-за чего попадает в различные неурядицы. Хвастовством Буратино пользуются Лиса Алиса и кот Базилио. Благодаря черепахе Тортиле, друзьям псу Артемону, кукле Пьеро и кукле Мальвине Буратино перестает хвастаться. Он помогает куклам злого Карабаса-Барабаса покинуть театр и прийти в сказочную страну, где все свободно могут петь, танцевать. Чему учит сказка Буратино? Она учит тем, что не надо хвастаться, потому что в сказке Буратино много хвастался, то, что вот у него это, вот у него то, и из-за этого потом вот его, мы как раз-таки обманули там на монеты, потому что он хвастался много. Артисты много поют и танцуют, зрительный зал полон. Думаю, это отличный показатель того, что постановка имеет успех. Кстати, этот спектакль занял 2-е место на Республиканском фестивале молодежных театров в рамках национального проекта «Культура». Поздравляем молодых, но очень перспективных артистов. Ребята на сцене не профессиональные актеры, а так и не скажешь. Игра по всем театральным канонам и правилам. Зарема Сакаева, Рамазан Мусин, специально для «Горы новостей».